С днем рождения, дружище! Ты представитель славного рода, легендарной восьмерки, великолепной восьмерки, вездесущей Ми-8. 26 октября 1965 года состоялся твой первый серийный полет. Сегодня многие называют разные даты рождения. Когда ты родился на бумаге, в головах или умах, когда тебя наконец создали и собрали. Но ведь рождение – это как у человека, когда человек впервые увидел свет, а ты увидел небо. Когда человек впервые заплакал, а у тебя заревели моторы. Как и принято в день рождения, нужно говорить тосты, вспоминая самые яркие события из твоей жизни. Давай, дорогой Ми-8, вспомним эти события сегодня вместе с тобой. Дорогой Ми-8, самый массовый двухдвигательный вертолет в мире, один из самых массовых вертолетов в истории авиации. С момента твоего рождения произведено более 12 тысяч Ми-8, из которых более 2000 экспортированы в 50 стран мира, в их числе Индия, Китай и Иран. Половина из них все еще находится в эксплуатации. Дружище, ты помнишь Ле Бурже? Нет, конечно, ты не помнишь Ле Бурже, а вот твои деды и прадеды, конечно, помнят. Как в 1965 году на международном авиасалоне в Ле Бурже Советский Союз представил внушительную экспозицию. Там были Ми-8, Ми-6, летающий кран Ми-10, и вы произвели фурор среди специалистов. И только после этого военное командование по достоинству оценило Ми-8. Ты стал десантным, транспортным, медицинским вертолетом, летающим командным пунктом. О тебе, дорогой Ми-8, говорят как о рекордсмене. И одним из мировых является количество модификаций, их более 80. От учебных Ми-8 до Арктики. Транспортные, пассажирские, военные, медицинские, сельскохозяйственные. Ты уникален и можешь выполнять огромный спектр задач. На Казанском вертолетном заводе в 1972 году выпустили 371 Ми-8, по одному в день. И, наконец-то, в твой день рождения мы узнали, сколько заклепок на тебе. Точное число, конечно, неизвестно, но то, что их более 250 тысяч, вот это точно. Конечно, ты помнишь войны. В твоей истории их было немало. Ты прошел боевое крещение по всему миру. Вооруженные конфликты в Египте, Израиле, Ливане, Сомали, Абхазии, Карабахе, Ираке. Был и Афганистан. И это отдельная страница в твоей судьбе. Знать, судьба моя такая. 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Не участвую в парадах. Что мне думать о наградах? На пределе, на износе. Я Ми-8. Это был твой Афганистан. Без преувеличения можно сказать, что ты вынес на себе всю тяжесть войны, пройдя ее от первых до последних дней. В горах Афганистана ты оказался незаменим. Вертушки наносили бомбо-штурмовые удары, высаживали десанты и группы спецназа, подвозили боеприпасы и продовольствие, вывозили раненых. Звук винта приближающегося вертолета означал спасение. На той войне тебя и твоих товарищей называли ангелами-хранителями. Опыт Афганистана пригодился пилотам и во время войны на Кавказе. Мы все помним, как в ходе второй чеченской кампании полковник Владимир Алимов на вертолете Ми-8 смог спасти 35 солдат и офицеров, окруженных боевиками. Эвакуация проходила при сильнейшем шквалистом огне. Вертушка поднялась в небо с сильнейшим перегрузом. Уже потом на базе фюзеляжа вертолета Ми-8 насчитали 90 пробоин. За этот подвиг полковник Владимир Алимов получил звание Героя России. Если искать машину, подходящую для роли собирательного образа вертолета СССР, да и России, то им, без сомнения, станешь ты, дорогой Ми-8. Конечно, многие твои ровесники до сих пор в строю, но по универсальности и актуальности тебе восьмерка до сих пор нет равных. Ты настоящая винтокрылая легенда. Ты первым отправился в Чернобыль на ликвидацию аварии на атомной станции. Специальная комиссия приняла решение накрыть реактор песком. Добраться до пораженных участков можно было только по воздуху. И песок сбрасывали с вертолетов Ми-8. Но сегодня, в твой день рождения, мне хочется вспомнить и твой актерский опыт. Ты помнишь «Мимино»? Казалось бы, при чем тут ты, наш Ми-8? Ведь один из главных героев фильма – вертолет Ми-2, на котором летает Мимино. Он называет свой вертолет «бабочкой», что по-грузински звучит как «пепела». Кому говорят нельзя? Это же не самолет. Это бабочка. Черт бы ее побрал. Валико Мизандари служит пилотом вертолета Ми-2, но в эпизоде
Даже в 80-е годы, мол, Ми-8, устаревший вертолет, и скоро придут вертолеты нового поколения. Но и сегодня ты еще в строю. Все такой же работяга, универсальный и надежный, умеющий и воевать, и строить, и спасать. В 90-е годы тебя продавали по цене навороченного джипа примерно за $100 000. И бывший вертолетный парк СССР разлетелся тогда по всему миру. Но и сегодня в самых глухих уголках планеты тебя называют русский вертолет. Техникой классика. Какие бы отношения между странами не были, между Америкой и Россией, американские летчики предпочитают в Афганистане летать только на вертолетах Ми-8. У нас есть подтверждение в музее, есть сертификат летной годности, выданный американскими специалистами. Ну и последнее, что хочется сказать, что летный отряд президента нашей страны летает только на вертолетах Ми-8. Как поется в песне, сердце – пламенный мотор, тело – это фюзеляж вертолета. В полете держится вертолет только на редукторе, значит, это его скелет, костяк, авионика и приборы – это, естественно, его мозги. Лопасти – это крылья, ну а душа вертолета – это в людях, которые его сделали, и в экипаже. Как сейчас говорят, твой потенциал для модернизации еще далеко не исчерпан. Ты и сегодня один из наиболее востребованных в своем классе. Именно ты стал основой для многих уникальных разработок, к примеру, вертолета-амфибии Ми-14. Когда-нибудь ты станешь дедом и прадедом, достойным примером для своих внуков и правнуков, но навсегда останешься легендарной восьмеркой. Цифра 8 обязывает. За всю историю вертолеты семейства Ми-8 участвовали в большом количестве локальных конфликтов, спасли тысячи человеческих жизней, выдерживали суровые сибирские морозы и тропическую жару. Есть такая примета, что перед полетом главный механик должен погладить вертолет по баку или крылу. Позволь сегодня, в твой день рождения, удачного полета пожелаю тебе я. С днем рождения, Ми-8! С днем рождения, дружище! С днем рождения, легендарная восьмерка! Семь дней.